Ну что, друзья, всем привет, меня зовут Мадяр, я из Казахстана, и у нас с вами сегодня новый мукбанг, очередной мукбанг с красивой девушкой. У меня сегодня в гостях моя подписчица Айгерим. Айгерим, здравствуйте. Всем привет, Да. очень приятно. Айгерим у нас девушка с опытом, она снималась на телевидении, она ведет активно Инстаграм, поэтому, думаю, стесняться сегодня не будет, да? Надеюсь. Надеюсь, нет. Тут распиарили так. Люди будут искать меня на телевидении, а меня там нет. Ну, вот это в мукбанге у меня найдут вас точно, да? Вот, в общем, мы с Айгерим на «вы», но сейчас перейдем на «ты», да? Да. Можно же, спокойно? Да. Так, Айгерим, давай рассказывай, что ты к нам привезла сегодня вообще, что это, кто это? Сегодня я принесла дары корейской кухни. Так. Здесь у нас курочка, да, ножки, филе и огнем. Это у нас корн-дог классический корейский, кимпап с сёмгой. Вот это вот. Да, это спаржа, их салат. Это типа роллы, да, правильно же? Да, это роллы, они не запеченные, они обычные. Угу. Так, это у нас спаржа, их салат, потом грибочки. Угу. Они не такие острые, как мне сказали. Ну и классический кимчи. Угу. Также мы будем все это запивать очень вкусными авторскими лимонадами. Смотрите. Это у нас киви алоэ и голубой цитрус. Прикольно, да? Там еще одно есть блюдо, которое Мадьяр не захотел дегустировать. Как Я оно думаю, называется? что- такпокки. Так, А еще тут есть пампушки. Хлеб. кстати, вот Да, пампушки, они не влезли в кадр. ну они как это, да, духовые хлеб типа. Это как, да, булочки, тесто для пигоди. Да, тесто для пигоди. Просто И вот да. Айгерим еще привезла. Рядом еще есть бульон, ну, может, сейчас еще попробуем в процессе. В общем, вот так все это выглядит. Токпоги, да, по-моему, называется? Токпокки, да. Да, вот сюда пока поставим. Начнем с лимонада, хочу попробовать. Ну, я, наверное, в стакан его налью. У тебя... Да, у меня тоже есть стакан. Ты перчатки взяла, да? Да, Ага. перчатки вот. В общем, ребят, до Нового года я написал Айгерим. Или уже после? Да, по-моему? Что? До Нового года. Типа, Айгерим, не хочешь у меня сняться в мукбанге? А я на что я ответила? Как вы узнали о том, что я люблю поесть? Да. Откуда вы узнали? Да. Я говорю, я чувствовал, хотя у Айгерим фигуры как у балерины, но этот... Часто вижу инстаграм, сторис из этого, с ресторанов. И то я не все выкладываю. Блин, прикольно. Очень вкусно. Смотрите, ребят, вот такой вот цвет. Очень красиво, прям, очень вкусно. Вот киви алоэ, тут еще мята есть, очень освежает. Обалденно, очень вкусно. Что, давай, Айгерим, приступим. Нам приятного аппетита. Так, нам тут Взаимно. Айгерим как адекватный человек будет кушать палочками, я как неадекватно буду кушать руками, потому что, ну, не умею я палочками, То есть, вилочками. так, да, или перчатками, да? Да, или перчатками. Так, салфетки я взял. Хочу начать с корн-дога, попробовать его. Да, приятно. Я грибочек попробую. Дофига сыра. Грибы, кстати, в меру острые, такой насыщенный вкус. У них в кафе занимается только корейской кухней, да, получается? Только. Мгм. Там попадаете какой-то кей-поп стайл, Мгм. там все такие Ты тоже же- фанатка BTS? Нет. Нет? Там все такие же молодые люди, фанаты кей-попа. Вкусно. Хотела взять соджу, но не стала. Это их алкогольный напиток. Саке вообще другой, да? Это японцы, Саке, да? да. Это другой. Это как китайцы или японцы? Японцы, по-моему. А у них соджу. Тоже типа алкоголь, да? Да. По-моему, там 40 градусов. Нормально. Это одни грибы ем. Можно мне пампушку? Спасибо. Что-то пампушек ты набрала как это, как в последний раз. Потому что я люблю мучное. Серьезно? Почему такая худая? Я много двигаюсь. Да? И то я с лета набрала 6 килограмм. Не Причем буду я говорить, сколько я набрал. без мукбанг канала. Корн-дог вкусный. Ну что, ребят,
Как встретили Новый год? Сегодня какое число вообще уже? 5 же, да? 5 вообще люди уже не могут смотреть на вот такое вот яство. Уже все такие на детоксе. Это правда, да? Я была вчера такой. Но я сейчас пока не могу смотреть на майонезные салаты. Вот это вот, в принципе, еще норм. А вот где майонез, знаешь, что колбаса вареная там. Немножко. Еще и соевый соус надо? Для кимпа. Можешь сюда поставить? Ну, как тебе удобно. Ну, я просто боюсь, что он перевернется. Может быть, да. Так. Ой, простите. Когда пью газировку, всегда икаю. В общем, Агирин согласился, сказал, конечно, давайте снимать мукбанг. Сегодня приехала. Переживала, что опоздаю, приехала чуть раньше. Так, приехала на полчаса раньше Агирин. Смотрите, ребята, вот такая вот, как это называется? Ножка. Ножка. Не знаю, как вкус, правда. Чуть-чуть есть сладкость, которая мне не нравится, но в принципе вкусно. Так, это у нас филе. А это филе. А что так посидеть, покушать, да? Когда люди работают, Ну. мы отдыхаем сегодня. Кстати, ребят, почему я еще пригласил Айгерим? Потому что она хозяйка турфирмы. Эта хозяйка прозвучала странно, да? В общем, у нее турагентство. Поэтому кто со Астаны и хочет куда-то отдохнуть, съездить, обращайтесь к Айгерим. Айгерим очень ответственная девушка. Это не реклама. Кстати, к нам можно обращаться не только со страны, со всего Казахстана и с СНГ. Угу. Мы отправляли и граждан России, Кыргызстана. Ой, дай, вы как с ними работаете онлайн, что ли? Да. У нас есть сервер подписания онлайн-договоров. То есть мы можем подписать договор с любым туристом на любом конце света. Прикольно. Главное, чтобы его номер телефона был на него зарегистрирован, на его паспорт. Угу. И все. Также у нас есть свой офис. Кто хочет по старинке. Интересно, сколько людей, ваших подписчиков, твоих подписчиков, на Новый год летали за рубеж? Кстати, напишите, если вы встретили Новый год не в своей стране, например, а в другой. Вот, кстати, в какие страны вот чаще всего Новый год встречают? Летают встречать, то есть. Ну, лидерами являются Эмираты и Таиланд. Угу. Потом идут за свои адекватные более-менее цены, это Египет, потому что в Египте не так жарко на Новый год. Угу. Но там купаться нельзя. Ну, можно. Вода будет прохладная, да? Теоретически там вода якобы круглый год одной температуры. 22 градуса, но это не теплая вода. В этом году многие еще полетели во Вьетнам. В частности, на остров Фукуок. А правда говорят, что сейчас Вьетнам это самая дешевая страна для туризма? Ну, в смысле, среди таких адекватных стран. Да. Где мирное там, это... Я была в Вьетнаме на рабочей поездке буквально. А вот когда последний раз ты ездил, да? В октябре. Я была удивлена. Вот то, что увидеть, вот такая вот тарелка еды у них стоит там буквально 3000 тенге. Офигеть. Да, там, я не знаю, в твоем блоге можешь такое говорить? Нет, там очень вкусное, дешевое пиво. Можно говорить, да. Для туристов это вот чем ты важно. занималась в октябре. Ну, дегустировала. Это так сейчас называется. Нет, нас там, получается, партнеры встречали, мы в день инспектировали порядка 80 отелей. А вот как эта схема действует вообще? Вот я видел, смотрел твои сторисы и немножко не понимал. То есть ты сама являешься туроператором, да? Турагентом. Турагентом, да. Тебя встречает кто? Кто организует вообще эту поездку? Туроператор. То есть по закону РК я как турагент
не имею права напрямую работать с иностранными отелями. Я должна работать через туроператора. А туроператор не может реализовывать туры напрямую к клиенту, только через турагента. То есть как бы ты посредником являешься Да. между ими и, соответственно, людьми. Да. Угу. Да. И он как бы показывает вам, вот такие есть отели. Это все бесплатно. Нет, платно. А это платно? Да. Для нас это платно. А я думаю, почему-то, что бесплатно. Нет. Печалька. Конечно, это дешевле, если бы мы ездили туристами в такое тариф, Угу. но в то же время это работа. Мы в день инспектировали по 8-10 отелей. Представляешь, мы прилетели, Угу. но что классно, нас везде встречают welcome drink, званые обеды, званые ужины. Каждый отель хочет себя проявить с лучшей стороны, что потом... Самое классное это welcome drink. Да. То же самое пиво, да? Да, не, ну даже имбирный сок в жаркий день это очень Да, кайф, да. освежающий напиток. И получается, мы в день посмотрим где-то 8 отелей. Угу. Предварительно в 8:30 утра мы выселяемся с одного отеля, потом мы в тот же день 4 дня заселяемся в другой отель. Оттуда тоже в 8 утра выселяемся, и так каждый день. 10 дней. Офигеть. Только последние дни мы 2 ночи были в одном отеле, все включено, мы кайфовали. Отдыхали вот так уже. А вот, например, получается, например, вот я хочу поехать, ну, к примеру, да, гипотетически, хочу поехать, например, там, ну, скажем, в феврале, в марте, куда-нибудь. А получается, мне самое выгодно будет это отправиться во Вьетнам, или в Таиланд, или в Турцию, или куда? Или вообще дома выгоднее остаться? Дома. Выгоднее остаться дома делать. В марте, в принципе, сезон, ну, в Таиланде уже отходит сезон, на Гоа тоже, дожди начинаются. Сказочная Бали. Ну, Бали, да. А еще, кстати, в этом году топчик это Шри-Ланка. Шри-Ланка. Шри-Ланка, там прям сейчас туры более-менее по адекватным ценам, можно задуматься об этом. К сожалению, из Астаны нет прямых перелетов, но с Алматы можно полететь на Шри-Ланку, и на Бали то же самое. Ну, на Бали, правда, там перелет длительный через Бангкок, и там будет тур в любом случае он подороже, нежели любое другое направление. Получается, куда выгоднее? В марте выгодно, ну, конечно, в Эмираты. Эмираты? И в Египет. Эмираты, блин, вот, не знаю, я никогда там не был, но я был один раз в жизни только в Турции, а вот правда говорят, что Эмираты, там очень дорогая еда? То есть, то есть ты потратишь нормальные деньги на еду. Да. Ну, если мы вот так вот, как мы любим есть, то да. Обжорки, да. Да. Полбюджет на Получается, это невыгодно. Нет, ну там выгодно уклон на что? Выгодно и покупать в отеле само питание. Все включено, чтобы было. Ну, или двухразовое. Двухразовое, да? Достаточно его. Угу. Я на Эмиратах была раза 4. Из них я была 2 раза на все включено, 2 раза на двухразовом питании. Угу. По сути, двухразовое питание вот так хватает, потому что там завтраки поздние есть, можно проснуться не спеша в 11 утра поесть, плотно, пляж и так далее, дела. И потом ужин начинается с 6 вечера. Успеешь. Ну, то есть за этот промежуток особо не проголодаешь, потому что жарко, Да. будешь целым днем пить какие-то напитки, все, Угу. и плотно поужинаешь, и все как бы нормально. Хватает, да? Да, а когда все включено, ты как будто бы, ну, лично для меня, я как будто обязана, я же заплатила. Я Должна есть, да? Пойти поесть, да. Ну да. А что за там напитки? Нужно попробовать, допустим, тот самый какой-нибудь коктейль, который мне вообще не нужен, в принципе. Но пьешь. Да. Что заплатила? Да? Заплатила. Заплатила. А что мы люди такие? Заплатили, А надо во как... Вьетнам лучше брать на завтраках. Все же. Потому что вся еда и так она недорогая, да? Недорогая, Можно по городу да. походить, да? Еще в чем плюс, кстати, я не видела ни одного толстого вьетнамца. Они начинают свой день в 5 утра. У них прям пляж, набережная вся полна людей, занимающихся спортом. Дети идут у них в школу в 6:30 утра, никто Офигеть. не ноет. Нормально. Да, в 5 утра у них светло, потому что. И уже темнеет, у них где-то к 6 резко, как будто свет выключили, и все. То есть такого красивого заката, как в Турции, там нет, Нет к сожалению, да. И в плане вот, почему они такие стройные? Да, во-первых, у них это менталитет, они занимаются спортом, а во-вторых, они еще не едят глютен, не едят лактозу. То есть Это молоко. Да, они не пьют коровье молоко, у них такое овсяное молочко, миндальное, мука у них, да, кукурузная, рисовая.
и очень мало мучных вот изделий. В Мгм. основном у них вот мясо, правда, разнообразие, там и страус, и крокодил все на свете. И рыба, олень. наверное, да? Морепродукты, да, потому что они Ну, живут. сибас у них вообще, как бы, который мы покупаем в ресторанах за 8-9 тысяч. Для них это как доброе утро, да? То Да, есть там каждый день можно. Да. Вьетнамский кофе тоже славится, он такой вкусный. А ты, получается, уже года 2, да, или года 3, да, занимаешься тур? Второй год. Второй год, да? Да. Так что, ребят, кому нужны туры, обращайтесь к Герим. Что, как тебе это? Курочка? Вкусно. Мне понравилось. Вообще все вкусно, меру острое, меру сладкое. Ты вообще любишь такую кухню, да? Мне, в принципе, Всеядная? да. Я люблю поесть. Моя любая поездка заканчивается гастротуром Угу. по стране. Я начинаю себе пробовать. Это Просто- классно. Так, здесь у нас что, фунчоза, да? Спаржа. Ой, спаржа фунчоза. Хочешь попробовать? Тоже допью. Мгм. М. Потому что порой туристы спрашивают, а есть такое блюдо там, а вот такое? Мгм. А там такое готовят? Ну, для того, чтобы дать полный ответ, нужно самой все знать, Ну да. что где готовят и с чем его едят. Лимонада очень вкусная, кстати. Можно мне соевый соус? Мгм. Я макну его. Разолить. Ну, ты сам в какую страну хотел полететь? Но я бы хотел Таиланд. Мгм. Ты же показывал этот Вьетнам. Мгм. Вьетнам. А вот Таиланд же есть, получается, там такой более семейный отдых. Нет. Нет такого? Там есть, конечно, отели более в уединенном месте, но Таиланд тусовочное тоже место. То есть там вот эти вот все вот эти вот они Да, там да. в изобилии, да, получается? Ну, они там все в одном месте. Но мне кажется, вот я смотрел документалку, да, это, конечно, звучит страшно, но на этом они зарабатывают, да, вот эти вот трансы, да, вот эти Да. вот, которые мужики в женщин переодеваются, Да. они этим живут, а страна этим живет, получается, да? Да, но страна только за счет туризма в основном. Да. выезжает. У туристов, в том числе, приезжают ради этого развлечения, так сказать. Да. Там дешевый массаж с дополнительными услугами есть. И не только массаж, да, выясняется. Но там есть какая-то такая еще фигня, что приезжают, например, в возрасте мужики европейцы, Мгм. и не к вот не переделанным, да, мужикам, в женщину, а просто к девушкам, тайкам, да, Мгм. и вот у них там отношения, можно сказать, что это происходит. Ну или девушки-тайки работают нянями в таких семьях богатых. Да. А во Вьетнаме, например, вот такие парочки, где ты говоришь, в возрасте мужчины, европейцы с маленькими вьетнамками, они в браке. Почему? Потому что во Вьетнаме запрещено бизнес открывать иностранцам. Они вот так женятся на Да ты вьетнамках, чё? да, на них регистрируют бизнес, и вот так вот, Капец. да. Очень много таких пар, где там двухметровый дяденька, европеец и маленькая вьетнамка. Они же все такие маленькие, Да, ростом. да, они такие маленькие. Значит, они бизнес все это делают, да, получается, Ага. открывают там, мутят. Ну, наверное, любовь тоже есть. Не знаю. Ну да, то мы сейчас всех обосрем. Ты там ради денег. А может, среди них действительно За есть. деньги, да. За деньги надо. Да. А вот смотри, например, Пхукет, да? Мгм. Но он же более такой, не такой развратный, так сказать, в плане вот отдыха. Или там тоже все такое есть? Ну вот считается, что Паттайя якобы он имеет более яркую ночную жизнь. Но Мгм. на Пхукете тоже есть знаменитая улица Бангла-Роуд, Мгм. где с наступлением заката пляж превращается в один сплошной ночной клуб. Вся эта улица, там эти все вот эти, Да, эти. да, эти ходят, кого только там нет. То есть там тоже очень тусовочное место. Вылавливают жертв, короче, Да. все, да? Я советую, если ехать на Пхукет, если вот эти вам не особо не нужны, и хочется просто Почему не нужны такой? для фотки, да? Для Да. чисто для фотки, ничего не подумай. Да, конечно. Это для да. фотки. Я даже не успела подумать. То надо
иногда останавливаются на других пляжах. Вот, допустим, пляж Потонг, он самый такой вот, где дискотеки. Мгм. Там очень много пляжей. Но самый лучший по качеству самого песка, контингенты, пляж Ката, Каран, есть такие пляжи. Зато и инфраструктура рядом, и вот Мгм. эти вот места злачные тоже, в принципе, пешочком пройтись минут 10. Мгм. И вот они. Ну, не совсем уж рядом прям, да, получается? Ну, минут 10-15 пешком, это рядом, Нормально, кстати. да. Там на баги это копейки, там у них штук-туки, столько Мгм. видов транспорта, но тоже опасно. Лучше уж пройтись пешком. И я не советую никому из туристов брать мопеды вот в аренду, Мгм. потому что очень много случаев, когда они разбиваются. Я тоже, вот эти- есть же певец известный у нас. Да, Как его зовут? Дархан Джуз. Дархан Джуз, да, Мгм. тоже он разбился же Да. на этом, да, на байке. да. Там, получается, наверное, никто и не следует этим дорожным правилам, да? Нет. Все. А, кстати, во Вьетнаме, вот именно в Ничанге, я тоже во всем городе только, наверное, 3 светофора на весь город увидела. Офигеть. Вообще нет светофора, там, допустим, пляж в основном уже через дорогу, Ага. и чтобы попасть на пляж, нужно пройти нерегулируемый перекресток. А там вот они едут, там даже вот они едут, Мгм. впереди стоят 2 ребенка, вообще не пристегнутых. Он просто так держит, просто Офигеть. едет, а этот поток идет и идет. Офигеть. Да, поэтому это очень опасно, лучше не рисковать. Ну и плюс там классный дешевый массаж. В Вьетнаме. Да. Ну и в Таиланде. То есть там на все тело может за 5000 тенге сделать. Ого. И наши цены взять, да? Наши В цены. спа-салонах там вообще эти цены. Да. Вот Айгерин говорила, а сколько минут может длиться мукбанг? Вот уже 24 минуты, говорим. Ну, сейчас мы еще не заканчиваем. Да. В общем, интересную вот собеседницу вам пригласил. Поэтому, ну, ты сама вот как считаешь, человеку уже обязательно нужно стараться путешествовать, копить там, я не знаю, да? Все равно же, нельзя же говорить, вот ты после путешествия возвращаешься чуть-чуть другим человеком. Да, конечно, но в то же время нельзя говорить тому человеку, у которого очень закрыты базовые потребности, давай ты путешествуешь, Ну ты да. сидишь, да. Нужно, чтобы это было все уместно, у каждого свои приоритеты, но с каждым путешествием ты берешь для себя что-то другое, и правда, вот ценности меняются. Мгм. Вот мне, например, ну, многие вещи, которые раньше вот материально для меня были важны, сейчас они для меня вообще не важны. Я сейчас думаю, куда поехать. Каждый раз я вижу горящие туры, каждый день уже сама на чемоданах. Хочется сорваться. Ну и да, ты же уехать. сама их потом людям предлагаешь, в смысле, Да, горячих. я говорю, я бы сама поехала, просто не могу. Езжайте вы. И я думаю, что да, нужно увидеть весь мир, чтобы больше... Все равно приезжаешь в Астану. Ой, как хорошо в Астане, думаешь. Ну да. Да, там, конечно, классно, там покупаешься, там позагораешь, ну, устаешь все равно от этой культуры. Но получается, ты бы не смогла жить в другой стране, Ну, наверное, в Турции, может быть, да? и в Америке. И то на пару Не, лет, не, не на не, всю не жизнь. хило так разбросал. Турция и Америка. Я была в Америке, Серьезно, в Америке? да, в 2010 году. По Work Work and and Travel, Travel, да. да? М. Я там была, и тогда я еще подумала, что я вернусь обязательно. Теперь Ты в каком штате была? Я была в штате Мэриленд, Оушен-Сити, на восточном побережье. Потом мы жили в Нью-Йорке. М. Да, я работала на набережной, рисовала татуировки из хны. Серьезно? Да, американским детям. Тогда еще в топе же были песни Рианы, и у Рианы как раз звездочки же были такие татуировки. Да, да, большие. да. И они все просили звездочку, как у Рианы, и либо там шарп, либо акулу, все там. Выбор То небольшой. есть, да, то есть, когда меня на собеседовании там спросили то или то нарисовать, это все не надо было. Нужно было звездочки Рианы и Да, акулу. Да, все. И ты сколько работала, разрисовывала детей? Я не помню. В какой-то момент я была без работы, потом работа, потом еще такая тема была. Ага. Хаускипинг, то есть там есть как бы район богачей, Ага. там же с одной стороны Атлантический океан, с другой стороны залив. Ага. И вот у залива есть какой-то айленд, забыла. И получается, мы выезжали убирать трехэтажные коттеджи, которые чисты. Мгм. Там никто не живет. У нас команда 6-8 человек. Мы вот так вот выйдем, студенты же, Мгм. на кухню зайдем, поедим их еду, выпьем их напитки. Вот этим вот Кирби пылесосом чуть поработали. Там везде же ковролан, везде Да. чисто, да. Нам просто как поддержать нужно чисто. Просто, да, просто у них входит в их услуги, да, Уборка. да, систематическая уборка, мы должны ее делать чисто, грязно, без разницы. А Да, вы там не просто сделали, еще и поели там. да, вот было такой грешок такой был. Ну, было весело. Они не говорили, там в этом доме живет, например, Том Круз. Нет, там Том Круз в Мэриленде не жил. Это типа считается плохо. Нет, ну Том Круз, наверное, где-нибудь на западном побережье, там,
Калифорния. Для меня просто Америка, она везде Том Круз. Везде Том Круз, да? Везде Том Круз, Шарлиз Терон. Да. Вот. Так что По Work and Travel сколько работала ты, получается? 3 месяца, 3,5 месяца. 3,5 месяца. Мгм. И как ты уже, когда в Казахстан вылетала, с Ну, каким чувством? Я там, кстати, еще пирсинг брови сделала. Это еще повезло. Мы лежали... И звездочку, как у Рианы. Нет, мы лежали на пляже с подругами, и что-то у одной уже был пирсинг носа, Мгм. другая сказала, я себе губу проткну, я говорю, тогда я бровь. Ну, как бы, чтобы отличиться. Да-да-да. Да. И потом захотели мы сделать татуировку. Слава богу, в нашем штате не разрешали настоящие татуировки, только вот из хны. И потом, когда я уже вернулась в Казахстан, вот этот пирсинг, он что-то начал себя плохо вести, и начал, да, опухать, гноиться, и мне пришлось его удалить. Да. Это реально прокалывали прям. Да, вот отсюда, вот сюда. Ой, вот ба. огромный там штангом, где-то еще фотографии должны быть. Вот такая я Здесь ты не формалка была. Я представил, с одной стороны акула, звездочки от Рианы, еще и пирсинг. Не, это у детей так было. У меня были иероглифы китайские, значение которых, конечно, я не знаю. Там было написано трактор, автобус, типа такого. Не знаю. Тагил. Тагил, да, Да. Тагил. Астанада. Да. Ты какого года? Зачем ты так спрашиваешь? Я просто хотел, к чему я этот вопрос задал, что ты молодец, что в свои 23 года, Мне было 20... Ну ладно. со свои 23 года побывал уже в стольких странах, в Америке даже. А мне 30. В Америке побывала благодаря родителям. Да, тебе сколько лет? Зачем ты это спрашиваешь? Ну ты же знаешь. Кстати, тебе сколько лет, давай, серьезно? Ладно, не серьезно. Я 90-го года, мне сейчас 33. Ты 90-го года? Да, добрый вечер. А почему ты выглядишь как моя дочка, хотя старше меня? Спасибо за комплимент. Я реально думал, ты 99-го такого, думал, Ну? вообще молодуха думал. Вот такая статешка, как я. Блин. Шучу. А Молодая. Ты 92-го, да? Нет, я 91-го. А, первого? Да. Сынок. Реально такая старше меня, да? Я думал, ты моложе меня намного. Ладно. Вот как женщины могут легко обманывать. Значит, нормально. Возраст. Нормально, мы все правильно делаем, значит. Нормально. Да, все в порядке. Блин. Вот это кимчи аппетит прям жестко открывает. Кимчи? Угу. Я хочу что-то попробую. Ты таких аппетитно ела грибы? Да. Здесь что, грибы? А, здесь грибы и вот эта корейская морковка, да, как мы Мгм. привыкли называть. Ну, хотя, знаешь, грибы не очень люблю, конечно, вот эти вот. Не Хотя знаешь, вкусно. какой гриб может быть последним, да? Да. Или А баклажан. может гриб, который унесет тебя в другую вселенную? Не страшно. Да, всё. Вкусно, конечно, гриб. Надеюсь, я после этого не встречу Тома Круза в подъезде. Что, привет, привет. Кстати, ты тоже сама съел, ты тоже его увидишь. Я бы лучше увидела Эминема. Кстати, недавно прошедшие концерты был на каком-нибудь? Эйкон, 50 Cent. Нет, я слишком бедный для таких концертов. Кстати, 50 Cent, на его концерт на VIP-ложе стоил билет 300 тысяч. И когда вместе с проживанием перелетом в Этихад-арену в Абу-Даби, Угу. еще с хорошими местами на концерт стоил 390 тысяч тур. Серьезно? Ага. Офигеть. А казахи ходили за 300. И мне кажется, за 300 тысяч берут места те, кто не может по работе вылететь, либо у них подписка не выезде. Но есть деньги. Кстати, А это так- идея. Лучше полететь в Это Абу-Даби. идея, да? Да. Нет, ну ты знаешь, вот я бы на чей концерт сходил бы. Не знаю, вот 50 Cent это, конечно, молодость, Эйкон тоже это молодость. Но если даже у меня были бы деньги, я бы не пошел бы. Мне больше, знаешь, кто импонирует? Вот Бейонсе, например, я бы слетал на их концерт. Уже все последний прошел, да? Ну да, вот когда она же, по этим была же, тур у нее был. Вот на концерт Эминема я бы сходил. Вот. Я тоже хотела. На концерт Эминема, да. Либо на концерт Махпал жену свою тоже сходил бы. Круто. Это было неожиданно. С Бейонсе Махпал. Неожиданность мой конек. Да. Не, Махпал жену уважаю. Меломан, да? Ну как миллениал. Во. Нет, Как это называется? меломан. Миллениал, это же это. Поколение.
Типа А, поколение Z, X, да? Видишь, я проводила тест на возраст. Сразу палюсь. Сразу палишься. Но Да? я знаю слово кринж. Лицо не палец, а ты кринж. Что там еще есть? Кринж. Сейчас. Шиперить. Шире. Шиперить. Потом что еще есть? М, Кринж, шиперить. Рофл. Рофл. Что еще? А хайп. Да, все, мы не палимся, мы не старые. Мы не старые. Без паники, ты не старенький. Хотя выгляжу я на 50, а эти словечки я знаю, так что не надо говорить, что я старпер. А Гирим уж тем более. О, из-за вас все узнали мой возраст. Из-за тебя говорю уже. Ну, из-за Ты тебя. старше меня, как бы. Сидишь, выкаешь, ё-моё. Из-за тебя балам все узнали мой возраст. Ну, за балам, конечно, спасибо. Ну, тоже надо самооценку человека поднимать. Не говори, а Нет, то. нет. А то я всех поднимаю, у меня никто ничего не поднимает. Ну, в смысле, самооценка имею. Ой. Я так наелась. А ну, у нас курица, вон сколько еще осталось. Ну, я не сказала, что это все смогу съесть. Что? Я руками только ем. Руками макать. Не хотите на Гоа? Не хочешь ли ты? Гоа это что-то такое для осознанных, да? Гоа это Винди, остров. Я знаю, что такое Гоа. Ты его мне плохого мнения. Аюрведа. Аюрведический тур там какой-нибудь. Ну там, правда, голодать придется, нет. Да, ну это не по мне. А, кстати, Слушай, как вот мне, ты расскажи мне лучше, я воспользуюсь этим случаем. Вот как мне полететь бесплатно отдыхать? Сколько человек мне надо собрать, чтобы бесплатно отдыхать? это нужно. Дофига, да? Можно устроить какой-нибудь гастротур, например. Так, мне это Наверняка- уже нравится. Наверняка Продолжай. твои зрители, любители вкусно поесть. Они любят, я знаю, Да, вы любите. Как я, да. И? Можно собрать гастротур, но можно полететь с этим туром в Италию, в Грузию, Мгм. ну любую, в принципе, страну. Тот же самый взять Вьетнам. Мгм. Там тоже есть много чего пробовать. И Ишь. все. Придумаем программу, которая понравится. Сколько человек должно быть, чтобы я бесплатно полетел? 10. Ну, это нормально. Да. 10 человек, любящих поесть. Мы вас ждем. Любящих поесть и любящих Мадьяра, чтобы он бесплатно полетел. Да. 10 человек, давайте соберемся. И снимите массовый мукбанг. Это Где вы будет там на берегу Восточно-Китайского моря едите кита. китайцы. Китай или китайцы? Да. А гастротур, например, он выйдет же на... ну, то есть, по сумме это же выйдет немного, в смысле? Надо смотреть по времени, по стране. Сейчас навскидку не скажу, но можно постараться сделать недорого. Так что, ребят, собирайтесь. Ну, можно первую поездку вообще такую сделать тестовую, просто поехать с ребятами, и вы просто будете по Отдыхать. списку, да, ресторанов их посещать, отдыхать. тусить там. Тоже неплохо. Ну что, ребят, вот такой вот мукбанг получился. Спасибо вам огромное за ваши добрые слова. Блядь. Блядь. Давай. Ты сможешь, да, такой? Ну что, ребят, вот такой вот мукбанг получился. Спасибо всем за внимание, за вашу поддержку, за ваши добрые слова. Спасибо прекрасной девушке Ерим за такой вкусный мукбанг, за интересную беседу, все, что приехала. Не пожалела? Нет, вообще не пожалела. Спасибо большое за приглашение. С Пожалуйста. тобой было очень приятно есть, Спасибо. обсуждать что-то, да. Это прям то, что я люблю. Что-то есть и что-то обсуждать хорошее. Тебе тоже нужно открыть канал мукбанга? Я не смогу конкурировать с таким мукбангером. Лучше будет каждый в своей нише Ну двигаться, да, тоже верно. Я буду отправлять людей в гастротуры, в путешествия, а ты будешь вот нас Вкусно всех кушать. вкусно кушать. Да, нам всем что-то интересное рассказывать, очень интересный блог. Спасибо большое за приглашение, я очень рада. Спасибо. Ну что, ребят, пока-пока. Пока!